На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вице-президент Бадыр Агунба встретился с представителями общественной организации «Абаза» из Карачаева-Черкесии. В Ачимчирской центральной районной больнице налажено бесперебойное энергоснабжение. Питомнику научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии передано 50 единиц спецтехники. Использование нового оборудования позволит нарастить потенциал в области садоводства. В центре села Ачугуара открылась крестьянская ярмарка, где жители Ачимчирского района могут ежедневно покупать и реализовывать сельхозпродукцию. Вице-президент Бадыр Агунба встретился с представителями общественной организации «Абаза» из Карачаева-Черкесии. Главной темой встречи стал вопрос правового регулирования наличия постоянной прописки на территории Абхазии у граждан нашей страны, постоянно проживающих за ее пределами, в частности у абазинов, добровольцев и репатриантов. По словам Бадыры Агунба, глава государства Аслан Бжаня подписал указ, который регламентирует на законном основании двойную прописку граждан данных категорий. Во встрече также приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и заместитель руководителя администрации президента Саида Будба. Подробности в репортаже Сарии Кварацхели. Приветствуя гостей, вице-президент Бадыр Агунба отметил, что абхазы и абазины – один народ. Народ, который в трудную минуту, не задумываясь, встанет рядом. Мы разделены хребтами, горами, но у нас одна общая история, одна общая культура. Мы довольно-таки самобытный, небольшой народ, но народ, который претерпел очень большие сложности в историческом прошлом и недавнем прошлом, когда в Абхазии было очень сложно. Я бы хотел бы это особо отметить. И братья Сабазашта, братские народы Северного Кавказа, все встали на защиту братского народа. Мы этим дорожим, мы помним, и ни в коем случае, когда возникает вопрос, что в Абхазии кто-то больше или меньше любит наших братьев, добровольцев, я считаю, что это звучит кощунственно. Потому что любой человек, который пришел на защиту братского абхазского народа, для нас очень дорог. В составе делегации представители общественной организации «Абаза», которая активно занимается сохранением самобытной культуры абазинского народа и развития абазинского языка. Председатель организации Умар Кончев поднял вопрос о правовом регулировании постоянной прописки на территории Абхазии категории граждан Республики Абхазия, постоянно проживающих за ее пределами. В эту категорию входят абазины, добровольцы и репатрианты. Я рад, что этот вопрос, как я понял, уже сдвинулся с места и практически решен, что у абазин не будет препятствий в этом вопросе, что они могут получать прописку. По поручению президента был подготовлен документ, который снимает все эти вопросы. То есть, что это значит? Что теперь ни абазинам, ни добровольцам, ни репатриантам не нужно оббивать пороги чиновников разного уровня. У нас в Конституции записано и сказано, что все граждане Абхазии являются равноправными. У них одни права и в том числе и одинаковые обязанности перед государством тоже. И понимая, учитывая все эти моменты, конечно же, и глава государства принял решение, подписал указ, который регламентирует на законном основании, прописку граждан данных категорий. Что касается прописки, да, подготовили проект указа, был подписан президентом указ о внесении изменений в положение о порядке прописки, где мы предусмотрели возможность особой преференции для лиц, добровольцев, членов их семей, для лиц абазинской национальности, более упрощенный порядок прописки, который не предусматривает возможность прописки только в жилой фонд, государственный индивидуальный жилой фонд по признаку родственных связей, как супруг, супругам, родителям и так далее. То есть в этой части мы тоже постарались предусмотреть преференции и льготы. В ходе встречи говорили о состоянии дороги Черкесск
Сухум, об обмене абхазо-абазинских студентов и о многом другом. Как сообщил на встрече Умар Кончев, в самом большом абазинском ауле Псыж будет построен спортивный комплекс имени Тараса Шамба. Ранее в пригороде Черкеска открылась школа имени первого президента Абхазии Владислава Ардинба. Выдающиеся сыны абхазского народа, как Владислав Григорьевич, Тарас Миронович, их память жива. Для нас очень важно, что наши соотечественники, представители нашего народа, братского народа, чтут и помнят. В завершении встречи представители общественной организации «Абаза» отметили, что в Карачаево-Черкесской республике всегда ждут и поддерживают всенародно избранного президента Абхазии Аслана Бжания. Сария Кварцхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа прибыли в Абхазию вечером 17 августа. Госпиталь будет развернут на территории пансионата «Айтар», где уже созданы все условия для приема пациентов и размещения врачей. Многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест направлен в республику Министерством обороны России по просьбе руководства нашей страны в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с коронавирусом, оборудованное аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. В составе медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Морпехи Абхазии прибыли во Владивосток для участия в финале конкурса «Морской десант» армейских международных игр, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота. Команда из Абхазии выступит на конкурсе «Танковый биатлон Армии-2021». Помимо нашей команды во Владивостоке прибыли сильнейшие морпехи КНР, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. С 17 августа команды приступают к приему вооружения и техники, которые предоставит российская сторона. Всего в рамках конкурса участников ждут 3 этапа: полоса препятствий, тропа выживания и эстафета. Соревнования будут проходить на 2 полигонах морской пехоты ТОВ с 22 по 29 августа. Торжественная церемония открытия конкурса «Морской десант-2021» состоится в воскресенье 22 августа во Владивостоке на стадионе соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. В подмосковном парке «Патриот» состоялась жеребьевка команд участниц конкурса «Танковый биатлон армейских международных игр 2021». Впервые жеребьевка проводилась во вновь открытом музее армии, в котором собрана обширная экспозиция по состязаниям прошлых лет. В жеребьевке участвовали судьи конкурса и представители команд из 19 стран. По итогам выступления в 2020 году сборные, заявленные на 2021 год, были разделены на 2 дивизиона. В первый дивизион вошли 11 команд из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй дивизион составили команды Абхазии, Катара, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии. По результатам жеребьевки первого дивизиона в заездах на синих танках в индивидуальной гонке выступят сборная Азербайджана и Сирии. На красных – Китая, Вьетнама и Сербии. На зеленых будут соревноваться сборные России, Казахстана и Венесуэлы. На желтых – Беларуси и Узбекистана. Во втором дивизионе на синих танках выступят Абхазия и Мали, на желтых – Киргизия и Южная Осетия. На красных – Лаос и Катар. На зеленых – Таджикистан и Мьянма. В Ачимчирской центральной районной больнице налажено бесперебойное энергоснабжение. Это стало возможным благодаря помощи руководителей рыбоперерабатывающих заводов, функционирующих в районе. На выделенные предпринимателями средства был приобретен дизельный генератор, который в случае отключения электроэнергии будет включаться автоматически и обеспечивать лечебное учреждение светом. Я хотел бы в первую очередь, конечно же, поблагодарить
ребят, которые занимаются переработкой хамсы. Они сразу откликнулись. Сейчас, я думаю, мы из этой ситуации выйдем. Они мгновенно отреагировали, прям мгновенно, через буквально 3 дня уже были собраны все денежные средства. И потом мы уже просто в течение 10 дней еще ждали, пока электростанция прибудет. Вот сейчас занимаемся установкой. Эта необходимость назрела уже давно, а тем более с этой ковидной ситуацией, которая сегодня происходит, она вдвойне как бы окажет помощь. У нас стоят кислородные концентраторы, которые питаются электричеством. Вот. И большинство больных дышат именно через этот аппарат. И в то время, когда идет отключение с 5 до 7 утра, нам приходилось подключать этих пациентов, переводить в другие палаты. У нас в 2 палатах 6 точек. И вот тогда мы вынуждены в 5 утра переводить этих пациентов, подводить к кислородным точкам, и вот по 30 минут они дышат, меняются и так далее. Надеюсь, теперь, когда у нас будет бесперебойное электричество, эта проблема сама по себе отпадет, и, конечно, нам будет легче работать. В центре села Ачугуара вдоль республиканской трассы открылась крестьянская ярмарка, главная особенность которой – отсутствие даты закрытия. Теперь жители Ачимчирского района могут ежедневно покупать и реализовывать здесь сельхозпродукцию. В каком режиме будет работать рынок, о ценах и ассортименте предлагаемых товаров в репортаже Гугуцы Вардания. Из огорода прямо на прилавок свежие фрукты, овощи и зелень. Теперь жители села Ачгуара и ближайших районов могут продавать свою продукцию по доступной цене и покупать ее. И самое важное – без посредников, потому что это одна из главных целей нового торгового объекта в Ачимчирском районе. Например, дыню здесь можно купить за 25 или 30 рублей за 1 килограмм. Стоимость баклажанов от 20 до 25 рублей за кило. Сочные розовые помидоры и зеленый перец здесь стоит 50 рублей. Первый сыр от 250 до 300 рублей. А за пол-литра меда просят 200 рублей. Самое главное, чтобы покупателей было, товар у нас есть полно. Как пойдет торговля на открывшейся ярмарке, очень важно, говорят крестьяне в один голос. Ведь у них впервые появилась возможность реализовывать собственную продукцию по своей же цене. И главное, недалеко от дома. По словам жителей, раньше весь товар им приходилось возить в Гал. А это совсем нелегко. Кто-то даже вывозил продукцию в Очимчиру и Сухум. Важно отметить, что место торговли для крестьян совершенно бесплатно. Это для нас очень хорошо, выгодно. Из села близко находимся, вывозим свой товар и без перекупщиков продаем, договариваться тоже можем. Вот я вижу, здесь у вас тыква, да, дыня. Сколько лет вы вот выращиваете, сколько вы этим занимаетесь уже? Много лет уже, я постарался этим, много уже, где-то 15 лет. Первые покупатели не заставили себя долго ждать. Открытие этой небольшой ярмарки – значимое событие для них. Это плюс для нас, это что-то вот новенькое, очень хорошо. Будете на этот рынок приходить? Обязательно, я каждый день здесь буду. Это даже не ярмарка в том значении слова, которое мы привыкли в него вкладывать. Это небольшой рынок, организованный местной молодежью во главе с районным депутатом Григорием Лацужба. Около 35 человек почти 17 дней мастерили, чистили, красили этот прилавок, собирали стройматериалы, а также благоустраивали площадку. Место для рынка тоже выбрано не случайно. Самый центр села. Рядом много населенных пунктов. Да и расположился объект прямо по трассе. Почему именно здесь? Потому что она, во-первых, доступ тут очень удобный, да, есть куда расширяться. Тут очень хорошая площадь для того, чтобы подъехать, выйти из машины, то есть ты никому не мешаешь, расстояние, ну, дистанции там сегодня особенно социальные, да, у нас с коронавирусом проблемы. То есть на свежем воздухе. Это первое, да, то, что мы можем обеспечить здесь доступ человека удобно и того, кто продает, и того, кто приезжает. По каким дням рынок будет работать? Еще конкретно мы не определили дни рабочие, но планируется так, что если в Галле рабочие дни, то он не будет работать. И вот в тот период времени, когда в Галле не рабочие дни. То есть, условно говоря, там понедельник, среда, пятница – это в Галле, и вторник, четверг, суббота – это здесь. Хочу выразить огромную благодарность нашему депутату Григорию Лацужбе
и сказать ему, правда, человеческое спасибо за его добрые дела. Вот во время выборов всегда много обещаний, но потом не все выполняется. Вот мы, например, тогда поверили молодому кандидату и не ошиблись абсолютно. За очень короткий срок он сумел сделать многое в нашей деревне. В селе проведен кабельный интернет, также, которого мы очень долго ждали. Также вот построен рынок для крестьян. Идея создать такой торговый объект в центре села возникла давно. На просьбу поддержать ее откликнулась администрация Очимчирского района. Вообще такого рода проекты, если будут организовываться в каждом селе, особенно вдоль дорог, и ввиду наплыва такого потока, который сегодня происходит, и в дальнейшие годы, наверное, он будет увеличиваться, эти ярмарки будут необходимые. Главное, чтобы, я думаю, соответствовала цена, чтобы цену не завышали. Если люди, ну как это обычно бывает в любом бизнесе, человека начинаешь ценами сперва завлекать, а потом цены вдруг начинают подниматься и становятся дороже, чем где-то. А здесь непосредственно, тем более у нас связано, ну, и Очимчирский район, вообще вся наша восточная часть, и в целом Абхазия, это как бы с экопродуктами. И упор мы должны ставить именно на экопродукты. Когда крестьяне напрямую, без посредников, будут продавать потенциальным покупателям свои продукты, вот этих, что они выращивают, что они производят, то это будет иметь большую перспективу. В дальнейшем при хорошей торговле организаторы планируют расширить ярмарку и даже, возможно, превратить ее в большой местный рынок. При выборе местности для расположения объекта было учтено и это. Гугуца Вардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В рамках соглашения между Минсельхозами Абхазии и России питомнику научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии безвозмездно передано 50 единиц спецтехники на общую сумму 5 миллионов рублей. Какая именно техника доставлена в республику и как это отразится на сохранении генофонда растений, узнавала Дениза Гергия. Мини-тракторы, культиваторы, опрыскиватели, косилки, одним словом, все необходимое для развития питомника Абхазии. Укомплектованы все трактора и мотоблоки. Мы старались. Но низкий поклон, огромное вам спасибо. Я думаю, что и результат в течение года-два, но питомник, вы знаете, 3 года надо, чтобы его наладить. Я думаю, что к этому времени реально мы будем видеть результаты. Без питомника не будет садов, говорит директор научно-исследовательского института Академии наук Абхазии Лёся Кайба. Возвращаясь к предыстории создания питомника, Лёся Кайба рассказал, как в 2011 году здесь было развернуто большое хозяйство, однако спустя 3 года финансирование было прекращено. Размножали субтропические культуры, те, которые изучены в наших условиях, перспективные и внедряли. Наш питомник занимал 30 гектаров. Но после 2014 года как-то вот сильно грамотные решили, что без этого можно обойтись. Я не хочу политику затрагивать. У нас пришлось законсервировать его. Но пришли к выводу, что не имея хорошего питомника, исходный материал у нас есть, и у нас изученные сорта свои, которые районированы в наших условиях маточными садами, но питомника не было. Но не было, потому что, во-первых, эта спецтехника нужна. Изучив все самое необходимое для выращивания растений в питомнике, руководство научно-исследовательского института обратилось с заявкой в Министерство сельского хозяйства Абхазии. И уже в рамках сотрудничества между Абхазией и Россией по развитию агропромышленного комплекса в Агудзеру безвозмездно была доставлена спецтехника. Для того, чтобы наладить работу питомника. А питомник нам сегодня нужен по той причине, что мы вот новые программы затеяли и с помощью России, и с помощью нашего бюджета. И вот небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, закладка садов, субтропических культур, где нам необходимы саженцы. И саженцы, которые выращиваются здесь в Абхазии, в этом питомнике, они очень имеют перспективу. По словам директора Департамента растениеводства, механизации, защиты растений Минсельхоза России Романа Некрасова, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев придает большое значение сотрудничеству с Абхазией. Эта поставка, именно вот та партия, которую мы сегодня с вами видим, она предназначена для развития питомниководства в Республике Абхазия. Мы считаем, что потенциал региона огромный именно в плане выращивания цитрусовых, именно в плане выращивания плодовых, поэтому мы сделаем все для того, чтобы
эта отрасль в Республике Абхазия развивалась. Ну и, конечно, наша задача – это 1 миллион саженцев в год, произведенные на территории республики. И, как уверяют ученые, как уверяют эксперты, вот именно этого набора техники достаточно, чтобы этот целевой показатель выполнить. Лёся Кайба провел небольшую экскурсию по питомнику для российских коллег. По его словам, для сохранения генофонда растения Абхазии здесь делается все возможное. Растет все, что должно расти в Абхазии. Мы сохраняем генофонд. Лучшие сорта цитрусовые, лучшие сорта косточковые, лучшие сорта семечковые, субтропические, это орехоплодные. Это все в наших условиях у нас находится. Не имея маточников, мы не можем создать питомник. Вот это то, что вы видите, это маточники. Нам не столько здесь плоды нужны, сколько здоровые черенки. А чтобы иметь здоровый черенок, обязательно надо иметь технику, которую, чтобы можно было реально лечить. Сегодня наше правительство понимает, благодаря те люди, которые сегодня дали нам возможность опять почувствовать, что у нас еще силы хватает, знаний есть. При таком поддержке, конечно, мы опять все сделаем. Техника, привезенная из России, позволит развивать садоводство, что, безусловно, положительно скажется на экономике страны, отметили специалисты в области сельского хозяйства. Дениза Герге, Алика Гухава, Абхазское телевидение. За многолетний труд, заслуги в области строительства и строительной индустрии Ладария Вадиму Аркадьевичу присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Глава администрации Сухума Беслан Эшба рассказал, какие работы ведутся по устранению последствий ливневых дождей, обрушившихся на столицу в ночь с 15 на 16 августа. Пострадали центральная часть города, район Турбазы, улица Чанба, а также несколько домовладений на улице Заречная. Беслан Эшба выразил надежду, что в кратчайшие сроки в городе будет наведен порядок. Мэр Сухума также отметил, что каждой пострадавшей семьей будут заниматься индивидуально и оказывать помощь по мере возможности. Ущерб, конечно, сейчас трудно оценить, но во всяком случае, какое количество ила и мусора вынесено было на наши улицы, это можно наблюдать. Так дома еще не страдали, я такого не видел. Я сам ездил на улицу Чанба, там больше всех пострадали дома. Вода поднялась более чем на 2,5 метра. Вот. Практически вода дошла до 2-х этажей. Есть дома и семьи, где практически все люди потеряли. И вещи, и домашнюю оргтехнику, там, мебель и так далее. Одна семья вообще осталась без крова, мы сейчас ею занимаемся. Очень надеюсь в кратчайшее время, что мы наведем порядок, но возмещение, конечно, ущерба, это будут вестись подсчеты, комиссионно, разумеется. Вот. Там, где будет самое неотложное, конечно, мы всегда придем на помощь. Со мной постоянно связывается президент нашей страны, премьер-министр, контролирует ситуацию. Вот мы докладываем периодически. Все возможное делается. Хочу поблагодарить наших горожан, которые вышли со своих домов и со своих магазинов, супермаркетов, которые помимо того, что у себя наводят порядок и чистоту, еще и выходят на тротуары, проезжую часть, помогают городу восстановить свою жизнь. Интервью главы столичной администрации Беслана Эшба смотрите после выпуска новостей. Утром 17 августа вертолет Ми-2 МЧС Абхазии эвакуировал 2 российских туристов с переломами ног с перевала Химса. Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены в республиканскую больницу города Сухум. Российская туристическая группа в количестве 14 человек находится на перевале Химса около 2 недель. Это уже 3-я группа туристов, чей маршрут проходит по перевалу Химса и которой понадобилась экстренная помощь. Несмотря на категорические возражения и предупреждения МЧС Республики о крайней сложности и опасности данного маршрута, перевал Химса продолжает оставаться местом притяжения немалого числа туристов, приезжающих в Абхазию.
Операция по извлечению на поверхность тела погибшего в пещере Веревкина туриста завершилась. Напомним, что тело мужчины было найдено российскими спелеологами на глубине около 1100 метров. Погибшим оказался житель Сочи Сергей Козеев, пропавший 1 ноября 2020 года. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 18 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. К концу дня, ближе к вечеру, местами возможен слабый дождь. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 26-32. Температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.